Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня у нас будет старинное, древнее, новогоднее гадание, совет от судьбы. То есть вы сегодня получаете совет от судьбы. Но это очень необычное гадание. А мы сейчас с вами делаем циклы необычных гаданий, правильно? И вот это тоже гадание очень необычное. Смотрите. Вы берете из игральной колоды гадальных карт или из Ленорман, или можно из Таро, но тогда будет с шестерки до туза, да? 6, 7, 8, 9, 10, туз и король, дама, паж получается из Таро, да? Рыцаря не берете. Вот должно быть 9 карт любой масти, одной масти, да? Ну, лучше взять из игральной колоды, или, на которой вы гадаете, или из Ленорман. И вы выкладываете их рубашкой вверх, 9 карт на стол, а потом подбрасываете монетку и замечаете, как она легла. Может быть, орлом или решкой вверх. Это тоже очень важно. И есть особая трактовка для этого гадания. То есть, как она выпадает, эта монетка, да, так еще и трактовка от этого зависит. Лицом она или обратной стороной. И вот, значит, я вам предлагаю сделать 4 варианта, 4 масти. Вы спрашиваете совета у судьбы сегодня. Значит, смотрите, бубны, трефы, пики и червы. Вы выбираете, можете выбрать одну масть, одну всего, и спросить совета жизненного по какому-то там вопросу или по вашей жизни, просто по жизни совет от судьбы. Это такие небольшие у нас ответы, универсальные. Вот. Но есть другой вариант. Вы можете на каждую масть загадать какой-то вопрос. Мол, дай мне судьба совет просто по жизни, по личной жизни, по работе, по такому-то делу определенному, да, совет, как поступить, что мне сейчас делать, да. И вот вы слушаете, допустим, там 4 позиции, можно 2 позиции, можно одну. Понимаете, да? То есть выберите то, что вам больше понравилось. Значит, бубны, трефы, пики или червы. Но гадается вне зависимости от того, что означает эта масть, а просто вот выпадет ли вам там, допустим, шестерка или туз, или выпадет ли вам дама с помощью монетки. Вот, карты у нас перемешиваются предварительно и выкладываются. Ну, давайте мы с вами приступим. Гадать в этот момент, вот это видео можно смотреть в любой момент, когда вы его открыли, оно для вас актуально. Главное, что я записываю его сегодня, это очень интересно, потому что это такие мистические дни. Сейчас уже можно гадать вовсю, и, соответственно, до 19 января можно гадать и гадать. Поэтому я сейчас убираю последние 3 масти, 3 позиции. И мы с вами начинаем гадать. Главное не торопиться в этой ситуации. Вот я беру, значит, наши 9 карт и тщательно их просто перемешиваю. Да, просто перемешиваю. Наши бубны, первые бубны. Денежная масть, да, бубны. В Таро бубны, соответственно, пентакли. А здесь это бубны. Я вот сама по дате рождения король бубен. Видите? Вот. Давайте, значит, смотрите. Вы задали вопрос, совет просите у судьбы, либо опрос спросили совет у судьбы по жизни для вас, да? А мы выкладываем. Я взяла небольшие карты Ленорман Теннис. Ну, это чтобы вот вам было удобнее смотреть, что вот тут карты все лежат, что они влезли в экран практически, можно сказать, даже влезли. Может быть, они и не совсем влезут. Я еще не знаю, но должны бы влезть. 9 карт. Вот. И теперь не торопясь, главное, не торопясь, не проворонить, не бросаться. Берем монетку и начинаем ее вот так вот взбалтывать. Вы задали свой вопрос, а мы взбалтываем. И кидаем. Вот, она у нас в центр упала. Бывает сюда падает, бывает хоть куда. Но мы же еще перемешиваем карты, не забывайте, и рандомно их кладем. Итак, мы видим, вот какой стороной упала монетка. Мы смотрим. Она упала решкой. Вот орлом и так было, да, а это у нас решкой она упала. Итак, значит, у нас решка и карта какая. Давайте смотреть.
шестерка, бубен. Значит, и сейчас я вам скажу ответ. Судьба вам говорит, что все сейчас в вашей жизни зависит от вашей целеустремленности. Нужно настаивать на том, чего вы хотите. Нужно добиваться этого. А еще есть у вас какое-то заветное желание, и оно вот-вот у вас сбудется. Вот такой ответ у нас по первой масти. А еще я вам хочу сказать, вот все-таки, если обращать внимание на карты, клевер – это ведь очень счастливая карта. И очень простая и улыбчивая. Задумайтесь, да, может быть, все гораздо проще, чем вы считали. И, может быть, действительно, если проявить настойчивость в жизни, все будет хорошо. Более того, эта карта, вы нашли четырехлистный клевер, она ведь правда исполняет желание. То тут совпало, да, вот совпало. Ну, вот такой ответ, совет от судьбы вам дали карты по первой позиции. Дома тоже можете так погадать, смотреть значение, какая карта вам выпала. Ну, вообще, я, может быть, в Телеграме опубликую именно это древнее гадание, что означает, да? Именно это гадание, что означает. Ну, в таком кратком хотя бы содержании. Хорошо, мы берем теперь трефы. Это вторая позиция трефы. И перемешиваем опять. Перемешиваем теперь вторую масть, да? Вот, тщательно перемешали, значит, перемешали. И выкладываем 9 карт опять. Вы просите совета у судьбы. Вы просите совета у судьбы. Так. Так. И 9. Вот, значит, у нас лежит 9 карт, а я трясу монетку. А вы просите совета у судьбы. О, смотрите, как легла, интересно. Ну вот я как вижу. Во-первых, она орешкой упала, да? Орешкой. А во-вторых, вот если половинки монетки смотреть, то вот в серединке карта больше задействована, чем эта. Значит, мы берем все-таки эту карту. Она же большей половинкой сюда упала, правда? Переворачиваем. Вы просите совета. Значит, что тут у нас? Ой, какой медведь! Какой хорошенький, с мамой, с ребянками, с медвежатками. Такие красивенькие. Вот в некоторых колодах прям прелесть. И у нас тут с вами, значит, десятка, да решка еще, да? И, значит, какой совет вам дает судьба? А судьба говорит, что то, что вы начали, необходимо довести до самого конца. До конца обязательно, понимаете? Иначе последствия будут абсолютно непредсказуемые, может быть, даже плачевные. И сейчас не время ни для праздности, ни для лени. Вы должны брать себя в руки и работать над собой, работать. То есть, понимаете, вот вы что-то начали, да, у вас что-то в жизни начато. Может быть, вы спросили про что-то, что вы реально уже начали. Что вы могли отношения начать, что вы могли там работу начать какую-то, выздоровление или еще что-то, проект там, да что угодно. Вы начали, вы не можете остановиться. Вы должны это довести до конца. Обязательно. Есть какое-то дело вот у вас, да? И не бросайте ни за что. Не бросайте. Может, вы худеть начали. Не бросайте. Сейчас не время для лени. Вы должны доделать. Вы должны доделать. То есть и судьба, она с вами разговаривает. Вот задумайтесь, почему она вам так сказала. Значит, в этом есть что-то. Там я не говорю, что вы должны на 100% картам верить там, и все, жить по их указанию. Но хотя бы вы задумайтесь. А ведь любое дело нужно доводить до конца. Вот любое дело, это правда. И если человек доделал, он действительно становится как медведь, властителем этого мира. А для женщины она может получить опору и поддержку медведя, силу медведя, да? Как силу медведя матери медведицы, так и силу медведя отца. Поэтому мое мнение здесь, ради своей, там, может быть, семьи или ради своей жизни, вы должны это доделать. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Собираем наши карты. Собираем карты. И идем к позиции номер 3. Тут у нас, значит, с вами пики. Пики, да? Мы их перемешиваем.
И спрашивайте советы у судьбы, пока я перемешиваю. Судьба, дай мне совет, да? То есть вот прям спрашивайте, чтобы судьба давала вам совет. Хорошо, давайте раскладываем наши 9 карт снова, да? Снова раскладываем, значит, 9 карт. Вот. И теперь начинаем нашу монетку, да, вот так трясти, трясти, трясти. Ух! Опять в середину упала. Да что такое? Ну, видимо, вот карты тасую, а в середину. И, ну, в этот раз орел. В этот раз орел, значит, у нас. Хорошо. Давайте опять, значит, нашу среднюю карту. Хорошо, что вот мы тасуем карты. Но главное, что бывает сюда падает. Почему? Бывает, всяко падает. Но вот в этот раз в серединку почему-то падает. Так, совет. Ой, у вас кораблик и десятка. Вот смотрите, как интересно. Корабль — это ведь очень хорошая такая карта. Однако карта эта плавная. И плывет он всегда так осторожненько, по волнам, да, по течению, может быть. И совет по этой десятке такой, что не рискуйте, нельзя рисковать сейчас в жизни вам, не торопитесь, подумайте, ведь вы можете проиграть. Вот вы знаете, не зря. Вот корабль — это всегда выплыть из трудностей, но медленно и верно. Корабль — это всегда плавно, это всегда, вы знаете, мягко. Это лучше уйти, чем остаться. Это лучше не настаивать, не додавливать кого-то, да, или что-то в своей жизни. А вот лучше пока что посмотреть, потерпеть, да, там со стороны как-то даже, может быть, издалека. Лучше, может быть, отплыть от этого берега, чем оставаться там, где что-то не так. Вот вы знаете, вот по этому делу или просто по жизни вам сейчас совет не рисковать, не торопиться. Это правда. Ну и сам корабль, он вот даже корабль сам по себе, карта, да, она счастливая, она хорошая, она говорит о том, что может быть дорога скоро, или может быть действительно избавление от трудностей. Главное просто сделать это плавно, без резких каких-то движений, иначе можно попасть просто в шторм. Ну вот такой ответ у нас по третьей позиции. И вот такой красивый, замечательный вам выпал кораблик, как знак. А мы идем к позиции номер 4. Значит, у нас там червы. Масть червы. Давайте смотреть. Вот наши червы. Давайте их перемешаем тщательно. Мы просим совета у судьбы. Ух ты, вам что-то выпало? Звезды, звезда, да, выпала в фонаре. Такая красивая. Значит, знак вам. Исполнится скоро ваше желание какое-то. Звезда, она же желание исполняет. Ну, давайте теперь, значит, наши карты раскладывать. Наши карты раскладывать будем. 9 карт. И бросать монетку. Главное, что мы их перемешали. Монетка может даже вот опять в серединку упасть. Но главное, что мы перемешали. Так, хорошо, давайте бросать монетку нашу. Ой, смотрите, куда она упала. Теперь вот сюда упала. Так, она упала орлом. Самое интересное, орлом упала. И вот на эту карту, не на серединку. А вот это номер, я вам скажу. 2 раза вам попалась эта странная карта, звезда. Ведь действительно это знак. Это знак. Какое-то ваше желание явно скоро исполнится, вы к чему-то, может быть, очень душой прикипаете, или стремитесь, любите кого-то, может быть, или еще что-то такое. Мечтаете о чем-то. Мечта, какая-то мечта, вот желание сбудется скоро. То есть звезда 2 раза, просто так не будет падать, конечно. Ну хорошо, а теперь наша шестерка, да, шестерка у вас. Вам нельзя ни в коем случае, как говорит судьба, делать то, к чему не лежит душа. Как бы вас ни убеждали в необходимости и целесообразности данного поступка, ни в коем случае не соглашайтесь, а делайте все только по сердцу. Вот любите человека, будьте с ним, а не с тем, с кем сказали, там, допустим, родители с богатым быть, да?
Или сказали вам тащиться там на какую-то нелюбимую работу, хоть вы там больше заработаете, идите на любимую. Вот. Может быть, вас кто-то что-то заставляет, помыкает, хотят, может, кредит на вас взять или еще что-нибудь. Ни за что не соглашайтесь. Вот вам жизненный совет. И если принуждение идет вот в любом вопросе, в любви, в здоровье, там, в работе, не делайте этого. Сделайте то, к чему душа у вас лежит, к чему интуитивно вы стремитесь. Вот, кстати, звезда тоже часто об этом говорит. И все ваши желания исполнятся. Между прочим, особенно это влияет на выбор профессии, деятельности в жизни своей, да. Особенно это влияет на то, как тебе жить, какие обои поклеить, какой комод поставить, вот. Ну или с кем тебе вести отношения, дружбу. То есть будьте вот в этом очень внимательны, конечно. Вот такой совет судьба вам дала по 4-й позиции. Будь собой, будь собой, живи по своей да, указке, а не по чьей-то, не по чьему-то мнению. Кто-то что-то навяливает, не бери это. Вот такой ответ. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.